Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что ждет вас в будущем? Белый песок спешит рассказать вам о вашем будущем. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни и загадайте на себя и на свое будущее. Прям так и спросите, что белый песочек расскажет мне о моем будущем. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что нам белый песочек расскажет о вашем будущем, что покажет. Очень хорошие знаки вышли. Знаете, здесь вышел знак победителя. Давно я не видела этот знак. Пару раз видела на личных отсыпках, но это редкость, честно, это большая редкость. Мои милые, сразу хочу сказать по поводу того, как работают эти отсыпки. Да, они общие, и да, их смотрит определенное количество людей. Может посмотреть 100 человек, а может посмотреть и 10 тысяч человек. Да, могут даже и большее количество людей посмотреть. Но, чтобы вы понимали, вы на мой канал попадаете не случайно. Видео на моем канале выходят ежедневно, причем 2 видео в день у меня выходит. И если вы попали именно на это видео, значит, это предсказание идет для вас. У судьбы и у Вселенной нет случайности. То есть все, что происходит с вами, это не случайно, это что-то за собой несет и влечет. Значит, вы должны посмотреть это предсказание, услышать, понять и осознать, да, что вам несет именно мой песочек. Также вы попадаете и на другие каналы, на других там тарологов, предсказателей, магов, гадателей. Вы же не случайно. Вот представляете, на YouTube, наверное, больше 20 тысяч каналов, которые занимаются эзотерикой, контент с эзотерикой, да, а вы попадаете на определенное. Вы же не можете посмотреть все 20 тысяч. Вот поэтому относитесь именно так, как будто бы это рука и воля судьбы. Вас привели, значит, вы должны услышать и узнать. Не зря же вы сюда попали, не зря же вы открыли именно это видео. Здесь знак победителя. Вот видите, человек стоит, и у него над головой фонтан, да, он же и радуга. А здесь 100% вы победите. Причем смотрите, как вы идете из вот такого огромного лотоса. Видно вам лотос? Да? Лотос — это королевский цветок. Вы знаете, здесь кроме лотоса еще один знак. Это, еще раз говорю, очень редкое сочетание. Я за вас безумно рада. И если вы действительно хотите, чтобы вам так сильно повезло и это осуществилось в вашей жизни, просто в комментарии напишите «принимаю». Все, одно слово. И все сбудется, все придет и все получится. Смотрите, это ангел, видите, Святой Дух. Видите, голубь у вас в основании идет. Голубь в основании образует лотос, и из этого лотоса идет человек, который победил болезни, который победил нищету, который победил неприятности, боль, печаль, тоску. Вы сможете победить абсолютно все и всех людей, обстоятельства, ситуации, судьбу. Понимаете, все вам подвластно. С благословения высших сил вам дается особое право, особый приоритет стать вот таким вот победителем, человеком, который постиг высшее, который выше, чем все обстоятельства, все люди и все ситуации в мире. Мои милые, очень хороший знак, принимайте. Еще раз говорю, крайне редко встречаются такие знаки. Уж поверьте, я этим так давно уже занимаюсь. Тут просто у вас какой-то знак комбо. Я за вас безумно счастлива, желаю, чтобы это все свершилось. Я даже не знаю, что можно лучше придумать и о чем тут еще можно рассказывать. Это счастье, это победа, это достижение. Если вы в момент, когда я прорисовывала знаки, загадали на какую-то ситуацию, вот вы хотели бы узнать, посмотреть, вот ситуация эта осуществится, вас порадует, и все пройдет именно для вас в позитиве, вы выиграете, вы получите свое, понимаете, здесь нет других вариантов.
Здесь я вижу, что вы кто-то, вот, например, смотрите, находился, может быть, даже под чарами, под какими-то чужими эмоциями, да, под чужой злой волей. Я вижу, что вы тоже все себя скинете. У вас тут момент полного очищения. Очищение, перехода на новый уровень. Вы понимаете, вы в статусе победителя. Вам все двери открыты, все дороги вам открыты. Идите куда хотите, делайте, что хотите. С вами удача, с вами счастье, с вами исполнение. Так, у вас здесь человек, который встает с кровати. Смотрите, вот он, видите, опирается на руки, и тут вопрос у него за спиной. Человек, который, возможно, болел, который, возможно, смотрите, физически человек мог болеть, плохо себя чувствовать. Могла быть ситуация, что человека испортили, что тут скрывать, да, так бывает. У человека были неприятности, у человека могли быть какие-то катастрофы, разрушения, перемены. Человек мог себя потерять, да, то есть волю его очень сильно контролировали. И у этого человека идет очищение. Видите, вот негативный вот такой вот у него вот аспект, да, его там тень, его негативная с него сходит, и человек как будто бы начинает выздоравливать. Если вы за кого-то просили, либо за кого-то думали, кто болеет, человек начнет идти на поправку, у человека все будет хорошо. Дальше. У вас здесь идут узлы. Причем один узел вы уже почти развязали, а второй узел вам еще предстоит. Но второй узел, я вижу, что вы с кем-то в тандеме, вдвоем, втроем вы будете развязывать. Этот узел касается семейности, семейных отношений, родовых отношений. Даже, может быть, какая-то тайна родовая вам откроется. Но здесь именно идет фишка в том, что несколько человек должны приложить усилия. Дальше. С этой стороны у вас ситуация выхода из затруднительной ситуации, обстановки. Вот здесь кораблик, видите, такой кораблик, и он в правильном направлении плывет, да, и парус у него в правильное направление смотрит вправо. Но, возможно, этому кораблику кто-то мешал, и кто-то противодействовал его отплытию, либо, да, кто-то вот прям перекрывал ему ветер и не давал грести на веслах. То есть были какие-то остановки в каком-то деле, в каком-то вопросе, вас не пускали, вам не давали. И теперь я вижу, что эта ситуация в корне меняется. Человек, который вам вредил и мешал, теперь вам будет как будто бы помогать. То есть я не знаю, то есть может быть разговор, может быть открытие каких-то новых фактов, тайн, секретов. То есть что-то поможет вам лично, да, чтобы вы не барахтались и не стояли в штиле, а именно отправились в тот путь, который был вам по судьбе, потому что это путь по судьбе по кораблю всегда идет. Может быть какая-то поездка, переезд одного места на другое, смена локации, может быть даже переезд в другую страну. Еще может быть момент, что у вас, например, где-то на расстоянии с вами любимый человек, да, в командировке, может быть на вахте, может быть человек по переписке живет в другой стране. И между вами были блокировки, были ограничения, что-то не позволяло вам с ним встретиться, к нему поехать, либо он не мог к вам поехать. Теперь этот блок будет снят, полностью будет снят, и вы вот по этому кораблику очень быстро доберетесь до своего любимого человека. Так, здесь у вас рост, здесь у вас темечко, которое дало рост. Видите, какой-то уже листик у него пошел такой красивый. Ситуация роста произойдет в работе. Работа, бизнес, ваши дела, ваши таланты, ваша какая-то вот деятельность. Здесь я вижу, что идет рост, идет причем рост такой конкретный, вверх. Листик такой хороший, сильный. Этот листик обещает вырасти в очень могучее, крепкое дерево. Вы, мои дорогие, на правильном пути. Вам нужно не сдаваться, а по этому песку я вижу, что вам нужно привлечь еще какого-то человека, по крайней мере одного. Это женщина идет. Женщина, которая профессионал в каком-то деле. В каком я не скажу, но вы, наверное, для себя знаете, да, чтобы развивать себя, чтобы развивать свой бизнес, вам нужна подсказка, либо вам нужен профессиональный человек, который вам эту подсказку даст, да, либо будет с вами в тандеме, в паре работать, скажем так, партнер, который будет вас дополнять. Потому что вы-то на правильном пути, вы молодчинка, вы очень талантливый, умный человек, но вы хороши в одном направлении, да, но вам для полноты картины, для успешного продвижения вам нужен еще человек, который, например, имеет узкую направленность, в другом направлении, да, то есть вы, например, хороший организатор и исполнитель, да, но вам нужен, например, человек, который был бы, не знаю, хорошо считал, да, либо
мог выполнять какую-то рутинную работу. То есть вот такой человек, профессионал. Может быть, вы откроете бизнес, и вам понадобится бухгалтер хороший, который будет все считать там, и документы подавать. То есть вот этот момент здесь показан. Дальше. Я вижу, что вы что-то такое огромное поймаете в сети, в свои, поймаете какую-то золотую рыбку, в прямом смысле слова. То есть человек, у него в руках огромная такая вот сеть, либо сачок, как это называется. И человек поймал огромную золотую рыбку, которая просит отпустить, да, и типа я исполню твои желания. Это, конечно, я утрирую, но тем не менее, возможно, будет такая ситуация, что кто-то станет исполнять ваши желания. Либо вы наткнетесь на какую-то золотую жилу, которая действительно сможет исполнить все ваши желания. То есть я не могу даже предположить, что это может быть, но то, что ваши желания будут исполняться, я вижу. По крайней мере, то, о чем вы так просите и желаете, вот две каких-то вещи, либо два обстоятельства, которые вот прям вы говорите, ладно, мне ничего не надо, только вот лишь бы эти два исполнились, мои желания, либо мои хотелочки. Вот они исполнятся в первую очередь, мои дорогие. Здесь идет исполнение и получение даже более, чем вы рассчитывали, либо вы желали. Так, еще у вас обстоятельства в доме. Здесь в доме у вас пойдут перемены, причем перемены кардинальные. Смотрите, я в доме вижу вас как нового члена семьи. Это может быть, если вы, например, желаете замуж, вы встретите мужчину, да, который будет с вами вместе в семье в доме. В доме это не значит, что к вам в дом придет и будет с вами жить. Это значит, что в вашу семью войдет, да? Кто-то будет с вами рядом. У вас может быть появится мужчина, может быть там сын взрослый приведет невесту, скажет, что все, женюсь, либо дочка взрослая скажет, все, мама, выхожу замуж. Кстати, может быть известие о беременности, либо ваших близких, да, либо у вас это отразится, отыграется. Так, еще это может быть как приобретение даже животного. Но прям животное такое будет как член семьи, понимаете? Вот именно такая вот прям близость, близкое ощущение будет с этим животным. Мои дорогие, вот новый кто-то, вот член семьи у вас появляется. Причем по хорошей, по светлой дорожке. Вот благостное это появление. Ну, никогда не пожалеете, никогда не огорчитесь. Вот, это замечательно. Дальше. У вас здесь еще есть острый момент, прям такой острый, может быть даже опасный, но вас от этого опасного момента судьба отведет, да, ангел ваш отведет. Я вижу, что может быть в какое-то темное время суток вам куда-то срочно понадобится, да, или вот прям мне нужно и все, я пойду вот по темноте, там одна, и вы пойдете, да, и вот что-то случится, либо дверь не откроется, либо поймете, что ключей нет, либо что денег нет, то есть вас отведут. И если вы попадете в такую ситуацию, то вы не спорьте с судьбой, не пытайтесь, типа, ну все равно пойду, да, решила, все равно пойду. Не надо. Вам могут перекрывать дороги, либо обстоятельства перекрывать, чтобы вас от чего-то уберечь. И это прям как прямая помощь и прямая подсказка идет. Все такие действия от ваших ангелов, либо от высших сил требуют просто колоссального затрата энергии, потому что они-то в эфире живут, да, а мы в материальном мире. И чтобы где-то у нас что-то сделать, это просто там должна быть такая энергия сгенерирована, как ядерный взрыв, даже может быть больше. Поэтому отнеситесь с пониманием, и если вам где-то что-то перекрыто, лучше останьтесь и никуда не ходите, да, либо отложите поездку, либо отложите ваш поход куда-нибудь до лучших времен, как говорится. Не сопротивляйтесь, потому что я вижу, что здесь вас именно будут от какой-то беды уводить и оберегать. Дальше, вот самый венец. Венец — это вы в позе Творца. Видите, вы творите свой мир, вы творите свою судьбу, вы рисуете новые линии жизни и судьбы. Это замечательный знак, он очень хорошо вот прям дополняется знаком победителя. То есть я вижу такую картину, что если у вас до этого были неприятности, у вас были беды, у вас жизнь была полна мучений, лишений и грусти, то вот будет переломный момент. Переломный момент у вас идет. Смотрите, момент, я вам две даты назову. Две, а вы уже для себя выбирайте. Одна дата у вас может быть 14 сентября. Вторая дата у вас может быть январь. Январь, причем 7 января и 19 января. Да. Вот эти даты, вот они могут для вас быть особенными. Поэтому вот прям
прям даже не так. Вот январь, вообще весь месяц январь, он будет особенный для вас идти. Так, в любом случае, знаете, тут как будто бы осталось не так долго ждать для того, чтобы ваша жизнь поменялась. А если вы будете смотреть это видео, например, там, через определенное время, то все равно я вот вижу соотношение ваших переживаний, мучений и неудач в жизни с тем, что вас ждет впереди. То есть это ситуация, которой стоит дождаться. Но, в принципе, у вас и другого варианта нет. Вы все равно дождетесь, вы все равно это получите. Знаете, я вижу, что вы достаточно много всего натерпелись, и да, действительно, вы прошли испытания, может быть, отработали свою карму, может быть, вы отработали все прегрешения своего прошлого. В любом случае, я вижу, что вы сами творите свою судьбу и рисуете свое будущее. Ну, для меня вот эти два знака — это просто бомба, конфетка, да, это самое лучшее, что можно увидеть на гадании. Просто я очень за вас счастлива, меня так переполняют эмоции. Я обязательно еще сейчас сделаю закрепительный обряд на этот песок, помолюсь, чтобы обязательно все это исполнилось. Ну а вы, мои дорогие, да, если желаете это все принимать, так и напишите в комментарии, просто принимаю. И обязательно это все с вами случится, произойдет, и вот это счастье, вот эта радость наконец-таки войдут в вашу жизнь. Мои милые, счастья вам, любви, добра. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.